О, привет! Вы не замерзли? Это новый влог. Я сейчас жду машину, чтобы уехать, получается, за оборудованием в медиашколу. Сегодня планы таковы. Я сначала снимаю утренник. Мне кто-то предложил за сколько-то уехать. 240. Трэш! Чтобы вы знали, тут проехать очень мало. Вот. Короче, утренник. Потом с Маришей, получается, мы идем по магазинам. В этом влоге будет Мариша. Вот. И, в принципе, что-то интересное будет, наверное. Вот. Смоки очень кивает, потому что он сегодня не спал. Он не спал, потому что я не спал. А я не спал, потому что я проводил Рому. Он сегодня улетел отдыхать в Сочи. Он наверняка уже в Сочи. Потому что пока я тут смонтирую влог, он по-любому уже будет в Сочи. Всем привет, я в Сочи. Эдик попросил меня отправить видео, как я нахожусь в Сочи, типа, чтобы наверняка, наверное. Ну вот, я в Сочи, там море, засвет, извините. Я не знаю, что сказать просто. Я в Сочи, спасибо, да. Подписывайтесь на него. Каким-то чудесным образом меня принял таксист за 200 рублей. Я не понимаю, в чем прикол возить людей задорого, когда мало тумана. Прикол пока не выкупил. Но хоть как-то придется доехать. Трудом и потом придется доехать до этой медиашколы. Фу. Я, короче, собрал оборудование. Тут ничего не видно. Короче, тут Сонька, 6000, штатив, стабик, кроссовки. И где-то там маски валяются. Вот. Мне сказали приходить в маске, потому что иначе я могу заразить детей. Вот. А еще интересный момент. Таксишка за 250. Вот. Вот. Где? Короче, где-то до сюда. Тем более премиум. Короче, я приехал, ага. И знаете, здесь какая система домофонов, типа... Хорошо. И тут еще детский сад. Ну, пон сразу лютейшим образом нашел. Могу сказать одно, меня атаковали дети. Их тут очень много. Съемки закончились. И сказать, что это утренник, ничего не сказать, потому что меня сейчас как бомбит. Я сейчас вам это не скажу, потому что я нахожусь на территории детского садика, но я вам расскажу. Влог остановился на том моменте, что я выехал с коммерции. Ага. Прикол в том, что я приехал, получается, на адрес в 9:30. Ага. А съемки должны были начаться в 10 часов. Всем интересно. И сейчас очень-очень сильно расстроился. Хорошо. Вот. Потом съемки начались в 10:30, потому что одного ребенка не было. Вставите до этого рассказа. Вот. И потом, получается, этот утренник продлился 20 минут. Вот. А из-за чего бомбило? Из-за того, что мне заплатили за 30 минут только. Вот. А по времени я был там около часа. То есть мне заплатили всего лишь 2000 за 30 минут. Вот, 2000 за 30 минут. Там я пробыл час. То есть просто так потратил время. То есть 30 минут моей жизни зря. Вот. Доброе утро. Я капец сейчас выгляжу, да? То есть я проспал всего лишь 2,5 часа. И сейчас еду встречать Тимура. А до этого, за день до этого, я поспал 5 часов.
Ну, потому что если в том случае мы сидели с братками, то в этом случае другой. Вот. По сути, Тимур уже завершил посадку, если судить по аэродару. Так вот, короче. На чё я там остановился? Я уже не помню, потому что спал мало. Ладно. Спустя пару недель, да, сколько тебя не было, он вернулся в Россию. Он, чье имя нельзя называть, уехал. Как мне отсюда сюда спуститься, вам через ту штуку или вот так прямо? Вот так можешь, вот, нормально же. У меня там вино прям... 4-2-5 я говорил, да? Да. Короче, мы с Тимуром решили встретиться в 9 часов утра в Мелешкове. Сейчас я иду домой. Иронично, да? Ой, ребятушки, я спать очень сильно. Сейчас, кстати, смоки опять будет. Я был черным, да? Бывает. Я чувствую, что ты где-то насрал. Я чувствую, что ты где-то насрал прям. Прям смачно насрал. Запись идет. Всем привет, ребята, я проснулся. Я только встал, ко мне уже пришел вот этот чел. Блин. Один вопрос. Я хотел спать. Короче, он привез с Турции. Подарок! Кстати. Влад, если ты смотришь. Если ты смотришь это, то он и в Москве был, и в Турции был, он везде был со мной. Лучший помощник. Вот, Влад, большое тебе спасибо. Но он заряжается как-то странно, я прикола не понял. Я сам его заряжал на максимум 0 раз. Вот, если хочешь забрать, не забирай. Это нам надо. Это нам надо. Вот. А теперь к подарку. Брелочек, Фалим и Джуле. Лакум. Хорошо. Так-то неплохо. Типа, пожевать сейчас, надеть навсегда и пожевать, когда станет скучно. Вот. Первое, попробуй сейчас. Пожевать надо попробовать. Ну ладно. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. Короче, я забыл доснимать продолжение, когда мы с Тимуром вообще гуляли по торговым центрам. Так что это продолжение, но не с Тимуром, а уже со мной. Сейчас мы идем в типа торговый центр. Кстати, я выбил зуб. Там видно? Там видно. Я сейчас вам расскажу угарную историю, как я потерял зуб. Достаю, получается, смотрю сок. Думаю, ну ладно, сейчас попью. Достаю, начинаю пить, но там получается лед. Я захотел открыть, верхнюю крышку. Начинаю открывать. И знаете что? У меня выпадает передний зуб. Я паникую. Типа, что делать? Такой, воу. Звоню маме, говорю, типа, срочно. Типа, у меня упал передний зуб. Она говорит, молочный? Я такой говорю, нет. Какой молочный? Я уже взрослый. Вот. Потом, получается, она говорит, типа, ну вот сюда позвони в клинику, в стоматологию. Типа, у них там бесплатная что? Консультация. Вот. Осмотр.
я поехал туда. Возможно, некоторые вставки будут с моей поездки туда. И потом, получается, я понимаю, что, ну, мне говорят, что зуб будет стоить 8400. 8400 за передний зуб. Это, конечно, трэш. Дружба. Нет разочарования. Надеюсь, сюда. Вроде бы сюда. Требуется уборщица. Фух. Здесь можно собрать целый сет. Оружия так много. Где могут быть удлинители здесь? А, они, оказывается, здесь были. Хорошо. Их тут так много. Ну, раз удлинитель китайский, надеюсь, он не сгорит. Ну давай, открывай. Давай развернемся в ту сторону. Открывайся. Я смурфик. Зато я убрал кариес с этого зуба. Путем его полного удаления, да, Да, практически? да. Вот это трэш вообще. Это Скарфа не перестает удивлять нас. И об этом знает только очень мало человек, поэтому... Ну ладно, это скоро... Это будет в новом влоге, да, когда Да, ты кстати, сделаешь зуб. Да, кстати, это уже будет в новом влоге. Типа, влог уже скоро снимется. Да, снимется, смонтируется, и под Новый год я его выпущу. Вот, И жесткий заголовок «Эд Скарфа без зуба». А вот это вот видео мы тоже опубликуем куда-нибудь. Переверни. Горизонтально. Мы же снимаем влоги. Фух! Посмотрите, просто какая красота! Смоки радуется, вообще. Он в шоке просто, посмотрите на Смоки. Он просто в шоке. Вот такую красоту я сделал. Вот, и... Что? Скоро мой зуб вылечится, и поэтому во следующих влогах вы меня увидите уже с хорошим и здоровым зубом. Вот. А сейчас поздравительная речь перед Новым годом. Чё? Дорогие зрители моего YouTube канала, поздравляю вас с наступающим новым 2023 годом. Буквально за 2 месяца мы набрали более 100 подписчиков. И дальше больше. Желаю в 2023 году вам счастья, здоровья, успехов и процветания в вашей жизни. А еще, если вы не подписались на мой YouTube канал, то следует подписаться, ведь в 2023 году, если вы подпишетесь на канал, с вами произойдет определенное чудо. Всех с наступающим Новым годом! Я в вас верю, у вас все получится. Счастья, успехов и добра!